Вот это писали бы, да. Мы не можем менять. Смотри, сейчас Есть пока не конкурс. снимай, сейчас пока Техническое говорю. задание, условия конкурса, 100 страниц. Правительство Москвы. Я не могу. Я в другом хочу. Что вы думаете, трудовые мигранты приехали к кому? К работодателю. Конечно. К инвестору. А все остальные, значит, права надо было написать работодателю. Что он может оказаться в тюрьме? И вот здесь все сидят, да, по другим фирмам, да, они получили больше миллиарда рублей. Вот сегодня мы уже практически более 100 человек беседовали, да, прошли. И сейчас женщины придут, еще называемые, из скорой помощи. Вот, давайте Вот надо сделаем сюда так. работодателя. Почему нет Смотрите, работодателя, спрашивают? Да, я предлагаю сейчас вот всем посмотреть и просто высказать свое мнение. Не нравится, так скажите, что не нравится. Давайте сделаем так. Согласен, что здесь нет ни одного работодателя. Нарисовали бы, у нас есть олигархи же в России, правильно, работодатели. Вот даже я писал, олигархи, вот здесь, допустим, они сразу на отдельной странице надо было делать для... У нас есть Кощей Бессмертный, Вот работодатель, как раз негативный. надо было сюда нерадивых. Вот у нас есть сайт центральный, да, нерадивых работодателей. Вот насколько полезна информация вот в этой книге? Или вот как ваше мнение? Что вам понравилось? Вы что-то обсуждали, что понравилось, что не понравилось, что-то, может быть, возмутило? Что-то, наоборот, заинтересовало? Ну, я интересно ничего не видел здесь. Карта метро хоть пригодится, да? Да, только да. Карта метро понравилась, говорит. А почему ничего интересного? Что не понравилось, что неинтересно? Ну, здесь работника ничего, здесь никакого ничего, только это показали, и это никто никак не понимаю, вот как, чем это. Это только я знаю, вот здесь у нас есть посольство Узбекистана, посольство Туркмении, там Республика Таджикистан, там это понятно. Вот. Есть, ну, мы набираем когда, но они не отвечают, только не понимают. Понимаю. Насчет патента. Что насчет патента? Что Я вот 5 месяцев назад пришел, новый патент сделал, все документы порядка, а меня поймали на городе Ивантеевка, депортировал. А куда обратить? Мне все налог, я каждый месяц плачу 4200 рублей. Вот эта книга помогает? А что Куда помогает? обращаться? У меня там визитка от посольства, звонили, никто не берет ничего. Хорошо, вот Караман Шарифович звонил. То есть вы считаете, что этот буклет вам никак не поможет информационно? И это как бы картинка, это уже никто не верит. Номер телефона, ничего. Ну, я посмотрел, там, которые есть информация. Все равно там как бы толком нету. Вот насчет вот, меня интересует патент. Не знаю, за что, каждый месяц плачу. А за что мне депортируют? А двоих остановил, они, у них деньги были по 10 тысяч, отдали, отпустили полиции. А у меня деньги не были, депортировали. Вот 5 месяцев работали, никто не платит. Бегал, пол горизонт не платит. И вот пришли, жаловался, уже начали выдавать деньги. Карл Вахович, посмотрели в этот буклет и как-то больше возмущения, чем какой-то радости. Вот что скажете? Пригодится такой буклет, пригодится такая памятка, нужна ли она и для кого она? Вот взрослая девушка, правильно? Мы сидим с утра до вечера, смотрим телевизор. И что мы там видим? Прекрасный Трамп, события плохие в Сирии, тяжело на Украине, ни одно слово о трудовых мигрантов. И тут появляется книга о правилах жизни или поведения трудовых мигрантов. Сам по себе говорю, я уважаю авторов, да, но сам по себе слово правила поведения оскорбляет людей. А как должен жить мигрант, который здесь не получает зарплату? Как должен получать, значит, действия по своей поведению, значит, трудовой мигрант, когда он обращается к правоохранительным органам, тут тоже есть зарплата. Его не принимают. Как он должен где-то нанимать, получается, адвокат за сотни тысяч рублей выделяют. Вот это все мне сегодня, как руководителя диаспора, крупного диаспора, потому что больше 2 миллионов были раньше, сейчас стали меньше, почти миллионов таджикистанцев. Мы им всегда предлагаем разные документы, разные образцы. Я всегда за хороший материал, много написано, много интересного, истории нашего российского государства. А что мало говорят на уровень стран СНГ, а что-нибудь они выполняются? Я правильно вас понимаю, вы считаете, что содержимое этой книги с жизнью ничего общего не имеет? Для того, чтобы подобные книги каждого человека был, допустим, мигранта с собой взял, тогда он накормлен
Обед. И мы предложили ему хорошее помещение, где ему жить. Обед там же никто же ничего не говорит же. Если он бегает по всей Москве, ищет свои права, и в этот момент, когда здесь есть целые несколько страниц, указаны адреса дипломатических корпусов стран СНГ, я не видел ни одного адреса национальных диаспор. Значит, их нету, значит, получается, национальных диаспор. А кто должен работать с иммигрантом? Национальных лидеров, национальных диаспор. В будущем, думаю, подобный механизм автор и создаст этот вопрос. В общем, есть и обращение к представителям правоохранительных органов. Я не видел, что правоохранительные органы в российском нашем государстве рассматривают вопрос трудового мигранта. Никогда, потому что нет договоров. У нас 99-99% обманутые люди не имеют договоров. Даже они имеют договор, там написано обманутым, цена. Ни один трудовой мигрант за 18-20 тысяч не будет. В договоре написано 17 тысяч рублей. Вот в таких случаях надо было в этой книге написать, куда им идти. А если идти, там будут помогать им или нет. Карман Вакович, давайте резюмируем. Сможет ли эта книга, это пособие помочь приезжему вот, на практике? Ну, вот у нас практически десятки были этих брошюр. Раньше создавались при профсоюзе, потом создавались при правительстве Москвы, потом на уровне правительства. Но это было просто, надо было как-то вот израсходовать очередные деньги. Ну, здесь много есть хорошего для того, чтобы интересно было трудовому мигранту. Но сам по себе название поведение мигранта, это мы же не в Германии, мы не в Европе находимся, когда там приезжают сирийцы и другие поведения афганцев. Это люди советского государства, это их дети приехали, они лучше знают историю России, чем любой наш российский гражданин, лучше владеет. Любого спроси, когда Великая Отечественная война, не знают. Кто воевал, они знают. Как их дети, отцы защищали российскую нашу государственность, они знают прекрасно. Они прекрасно знают, что сотни документов на уровне государства принимают, не в их не пользу. Не их не пользу. Они сидят в спецприемниках. Вот здесь про спецприемника нет, про оформление написано патентов. А что, надо, чтобы именно мигранту сесть, до метро дойти, потом опять заплатить за этот автобус, ехать так далеко, что ли, получать. Там дают эти бумаги. И это сделано там в лесу, там Сахарова. А можно было по-другому делать. В аэропортах открыть. Он прилетел, взял свою регистрацию. Он же там дошел, сдал отпечатки пальцев и получил свои патенты. А зачем туда ехать? Если рейс прилетает. Вот будут ли здесь, в этой диаспоре, читать? Все делается в мире. Пускай будет сотни книг. Я за. Но помочь, я вам говорю, нет. Потому что чтобы помочь что-то в мире, надо решать на уровень лидеров государства. Миграционные темы сегодня решаются на уровне двух государств лидеров. Допустим, тут два лидера решают. Мы должны создать квотирование. Квот. Сегодня нуждается в России, выехать или не нуждается. Но а как же здесь инструкции есть, как добраться? Я вот все-таки... Вы же убедились, сегодня люди читать не могут. Вы же сама убедились. А как вы будете читать? Хорошо, вот в этой диаспоре, вот если вот вам оставили здесь, грубо говоря, стоп вот эту книгу, а она здесь будет пользоваться популярностью, чтобы читать? Или что вы Я скажете? думаю, если будет востребован после нашего сегодняшнего разговора, они придут к нам. Если не будет востребован, мы как лежали, у нас будет маленькая библиотека. Но вот то, что у нас 50 тысяч газет выходит, востребован. Мы не успеваем раздавать. 50 тысяч газет, 12 соответственно полос. Потому что здесь что написано? Правда. Тут ни одной рекламы нету. Но обложка-то располагает, вроде бы, говорите. Ну, Вот хорошо, еще раз, что вот вы Касабы. подумали? Что, да. Я подумал только так, что если сегодня человек постарался, да, не начал брошюру создать, скорее всего, хотел, чтобы трудовые мигранты больше знали об истории нашего российского государства, о традициях, о обычаях. Здесь есть одежды, а те люди, которые, соответственно, как они ходили. Сейчас, смотрите, раньше, видишь как, сейчас мигрант в такой же форме ходит с бородой, а он экстремист. Все, мигранты закрывать. Оказывается, наши мигранты с бородами ходят, как и русские люди, еще в тех веках же. Правильно, правила поведения. А внутри вы это узнали? Внутри, чтобы знали, необходимо надо современному нашему России. Чтобы правильно по оформлению документов, правильно надо чаще предупредить, новые люди приезжают. Куда им идти здесь есть? Можно даже, на худой конец, можно еще раз в МВД идти, правильно же показать, что вот меня оскорбили, вот мальчика только что избили, вот здесь моя бумага лежит. Избили буквально, он, полиция пошел, говорит, нет, мы это хозяина хорошо знаем. Что ты туда пришел? Ну вот вы говорите, внутри все есть. Так что не так тогда? Все есть. Дай Бог, что это все было так востребовано. Наша задача совместно с автором востребована. Если мы создадим условия для наших соотечественников, стран СНГ, эта книга будет востребована сразу. Пока мы не дошли до такого успеха, что люди толпами не ходили в департамент по строительству, не ходили, требовали, соответственно, в мэре Москвы, а в свободное время читали эти книжки.
Пускай будут больше книжек, я не против. Люди старались. И я благодарен, что они старались что-то хоть делать, что-то делать. Да. Хорошо. Спасибо, спасибо. И вам большое спасибо, что нашли время.